Добрый день всем, кого не видел. У нас сегодня перемены. У нас прямая трансляция. Поздравляем всех, кто смотрит онлайн, и те, которые будут смотреть. Это наша новая семья, которая всега будет с нами, и мы с вами. Прекрасное время. На самом деле воздать Богу славу за музыкантов, за то, что они сделали, то, что Он сделал за музыкантов в течение недели. Это чудо Божие. Все радуюсь, на самом деле. Это так все быстро происходит. Слава Богу. Аминь. Господи, я благодарю Тебя сегодня за то, что Ты хочешь нам открыть, за Твой Дух, за Твою мудрость, за этот огонь. Я ценю Твое присутствие, Боже. И Тебя, Боже, на этом месте. Я провозглашаю Твою власть, силу, авторитет в каждом слове. Я прошу Тебя мудрости, понятия, и двигаться просто в Твоем Духе, в Твоей мудрости, в Твоей силе. Открой нам сегодня через себя, через Свое Слово, чтобы мы познали Тебя еще глубже и шире. Аминь. Итак, когда все обстоятельства против тебя, когда все обстоятельства против тебя, я так называл эту тему, когда все обстоятельства против тебя. Сталкивались с такими ситуациями в своей жизни, когда кажется, что все против тебя, не только муж или жена или пастырь, но все против тебя. Кажется, что вся жизнь вышла против тебя. Все демоны и бесы против тебя встали. И может быть, их там совсем и нету. И они тихонько, спокойненько сидят где-то. Куда бы ты ни пошел, все кажется, что это против тебя, что все не так. Происходят какие-то ситуации, что просто ты хочешь умереть и не хочешь жить. Тебе все надоело, тебе ничего не интересно, ты ничего не ценишь в этой жизни, и тебе ничто не может помочь, потому что все против тебя восстало. Но есть кто-то, кто за тебя. Это твой Бог. Это твой Бог, который всегда за тебя. И который участвует во всех ситуациях, которые против тебя. Воздай Ему славу. И не плачь, когда тебе будет тяжело, и начнешь жалеть себя. Не знай то, что Бог всегда за тебя. Наша вся жизнь состоит из ситуаций. Куда бы ты ни пошел бы, куда бы, что-то с тобой ни случилось, упираешься в какие-то ситуации, встречаешься с каким-то человеком, путаешься в какие-то дела, вещи какие-то. Это какие-то перипетии жизни, которые варятся всегда. Работа, семья, церковь, заботы какие-то. Везде ты куда ты где-то участвуешь в каких-то ситуациях, выходя из одних и входя в другие. Все обстоятельства, это значит плохие и хорошие. Как я и сказал название, когда все обстоятельства против тебя. Мы часто думаем то, что плохие обстоятельства против нас и плохие вещи против нас. Но мы мало задумываемся то, что и хорошие обстоятельства против нас могут быть. И не всегда, все иногда такие хорошие, как нам кажется. И иногда они даже хуже, чем плохие обстоятельства. Надо берегаться этих хороших обстоятельств, которые тебя посадят на теплый стул и зону комфорта, и тебе просто хорошо жалеть себя. Знаете, такие ситуации, когда ты просто сидишь и думаешь о себе эгоистично. Как мне теперь хорошо? Как мне теперь хорошо? На улице снег,
холодно, а я сижу здесь, там печка натоплена, там все, кажется, хорошее обстоятельство. Но кто-то сидит, снег идет, холодно, и дождь идет, и тоже обстоятельства, которое заставляет его двигаться, искать Бога, может быть, потому что ему холодно, ему надо помолиться и попросить у Бога дров, например, и просто эти обстоятельства это вынуждают его двигаться, искать Бога. И так обстоятельства, в которые мы попадаем, это все обстоятельства, и хорошие, и плохие. Это и хорошие, и плохие, которые есть часть нашей жизни. И мы должны научиться пережить и выжить в них, и принять правильное решение. Неважно, какие бы мы не попали бы. Мы должны научиться жить с Богом всю свою жизнь. Не просто, когда нам плохо, и мы кричим: «Боже, помоги, Боже, спаси, Боже, выведи меня из этой ситуации». Но когда тебе станет лучше, когда найдутся эти дрова, станет тепло в радиаторах, ты просто расслабляешься, тебе стало легче. Брат помолился, пришел временный голод, временное пробуждение, и тебе хорошо, и ты опять забыл Бога. Это хорошее обстоятельство. Или нехорошие обстоятельства. Решайте сами, решать вам. Итак, обстоятельства не всегда вокруг нас. И даже есть такая народная пословица: нет того плохого, чтобы не вышло бы в хорошее. Мы можем использовать это в своей жизни, в свою жизнь. Какая бы ни была бы плохая ситуация, катастрофическая в жизни, Бог использует ее, перевернет ее в хорошее. Что-то. И ты будешь прославлять Бога. Сколько раз в твоей жизни было то, что когда ты не мог. Все, Боже, я не могу, я с ума сойду, я умру, я ничего не хочу. И проходит немножко времени, ты прославляешь Бога и говоришь: Боже, я благодарю Тебя за эту ситуацию, за этого человека, за то, что я выстрадал. И просто ты начинаешь видеть план Божий в своей жизни. И просто ты начинаешь видеть, какой ты, и просто ты видишь, что Бог берет тебя и помещает в какую-то ситуацию, в которой ты варился, плакал, не хотел жить. Когда все против тебя, Бог за тебя. Когда в твоей жизни все ситуации против тебя, не переживай, Бог с тобой. Он не забыл и не оставил тебя. Это просто обстоятельства расставились вокруг тебя так, чтобы ты его познал и полюбил всем своим сердцем, всем своим разумом и всей своей душой. Дорогие, когда кончится наша жизнь, и если мы будем иметь мудрости, реально будем иметь мудрости, и нам будет такой момент, когда бы мы смогли бы пересмотреть свою жизнь перед тем, как отдадим ее Богу. Мы скажем, мы сказали бы, точно бы ничего не менял в своей жизни. И если точно придет в твою жизнь Божье познание и мудрость, ты скажешь: Боже, я то же самое бы прошел бы через все ситуации, обстоятельства, прошел бы, чтобы познал Тебя так, как Тебя познал сейчас, чтобы понял Тебя, как Тебя понимаю сейчас. Ничего бы не менял. Но жалко, если ты этого не поймешь. Живи так, чтобы не надо было жалеть. Чтобы мог радоваться. И да, я что бы сказал, я ухожу чемпионом, я сделал все, что мог. То, что мне дал Бог, я взял. Не пропусти ни одного шанса, ни одного момента в своей жизни. Итак, ситуация. Мы все знаем Иоанна. Иоанна мы знаем. Это великий евангелист всех времен. Иоанн.
Его не сопровождали ни знамения, ни чудеса. Но когда он открыл свой рот, покаялось 120 тысяч человек. Я извиняюсь, Иона, не Иоанн, Иона. Это 120 тысяч человек, это целый город. Он должен был оказаться в какой-то ситуации. И для того, чтобы Бог из тебя что-то чтобы выжать из себя что-то, тебе надо поместить какую-то атмосферу, чтобы было бы все против тебя. Чтобы ты понял и понял, ради чего ты живешь, и для чего ты рожден, и какая твоя миссия на этой земле. Мы знаем, пришло слово Слово пришло к Ионе. Пришло Слово Божие от Бога, иди проповедуй, там такое-то селение, но он не послушал и побежал в другую сторону. Не захотел. Он попал в Божью волю в своей жизни, но не захотел ее исполнять. Он имел свой план, как и мы большинство из нас живем свою жизнь. Мы говорим: Боже, почему так мне все происходит? А Бог говорит: ты создан ради большего. Представляешь, если бы Иона мог бы воспользоваться своим планом, собственным в жизни, и выбрать свой план, и жить, и жил бы по своему плану, то 120 тысяч человек бы не покаялось бы. Но он был рожден для того, чтобы покаялся весь город. Дорогие, мы очень часто хотим прожить свою жизнь ради себя и для себя. Хотим жить в очень удобных ситуациях, которые бы гладили бы наше эго. Почему нам плохо? Потому что вокруг обстоятельства сложились так, и нам это не нравится. И это не значит, что это не от Бога, дорогие. Если тебе не нравится эта ситуация, в которой ты теперь находишься, а почему она тебе не нравится? Потому что ты не живешь, как живут другие. А как живут другие? У них есть новая машина, у них есть хорошая квартира, новый дом и так далее, и так далее. Это есть жизнь. А кто сказал, что это обстоятельство есть правильное обстоятельство? Кто сказал то, что ты бедный? Я говорю то, что ты Сын Божий, и ты имеешь план, у тебя есть план от Бога, и у тебя есть миссия. И если ты сегодня в такой ситуации находишься и думаешь, что против тебя все ситуации, то ты в нужном месте и в нужное время находишься. Это процесс, в котором ты есть, и Бог очень сильно работает с тобой. Он не забыл тебя. Дорогие, это наш путь, которым Он ведет нас, каждого лично. Аминь. Итак, мы знаем всю эту историю. Может немножко прочитать. И он идет своим путем, покупает билет на круизный пароход, корабль, плывет, ветер, буря, обстоятельства какие-то стали странные. Весь экипаж в панике, а он спит где-то о себе. Приходит капитан, будет его. Ну и говорит: что ты, откуда ты? И почему такой ураган, а почему корабль тонет? И потому что они все молятся своим богам, ничего не помогает. Такие ситуации, то, что экипаж даже бросает жребий ради него. И почему-то как-то все случайно происходит. И все как-то вот случается так вот. Все складывается интересно. Иона говорит: да, я виноват, потому что мой Бог создал небо и землю, а я от Него убегаю, от Его воли. Я боюсь сам себя.
Я не принял его волю в свою жизнь. Я пробую обставить себя своими обстоятельствами и жить в ними, создать этот мирок и жить в нем. Я пробую убежать сам от себя. Дорогие, узнаете ли вы сами себя в этом мирке, когда мы пробуем своими пазлами обклеить свои стены, сделать вид, какой мы хотим видеть, а не такой, какой хочет видеть Бог нашу жизнь. А он говорит, бросьте меня в море, Иоанна говорит. Иона. Как вот рыба проплывает, так вот нечаянно, как бы рыба проплывает, нечаянно она проглотила его. Иоанна нечаянно попал в живот этой рыбе. Простое обстоятельство. Когда он оказался в тупике, он просто начал молиться. Говорит, Боже, я все сделаю. Я все сделаю, Боже. Ты видишь мое сердце. Я хороший мужчина, мужик. Я сделаю все, что ты мне скажешь делать. И сложились такая ситуация, то, что через 3 дня он просто был выплюнут на берег этой рыбы. Просто Бог приказал рыбе выплюнуть, и она выплюнула. Представьте, какой великий наш Бог. Он приказал рыбе выплюнуть, и она выплюнула. Ничего не потеряно в твоей жизни. Это обстоятельства, в которых ты есть, в которых ты находишься. Славь Бога. Реально славь Бога за эту жизненную ситуацию, за этот период жизни, в котором находится. Это не просто так произошло в твоей жизни. И просто, когда он оказался на суше, Бог сказал, еще раз говорит, иди в Ниневию, потому что она вызвала мой гнев. И Иона пошел в город, и пришел в город, и он ничего больше не делал. И он начал кричать, говорит, еще 40 дней Ниневия будет уничтожена. 120 тысяч людей приняли Божью волю, и цари, и животные, и все постились. И Бог убрал свой гнев от этого города, от этой нации. Дорогие, это Божий план в нашей жизни. В каждой жизни из нас, когда мы сами читаем Божью волю себе лично, это есть Божья воля, аминь. Провозглашать, исцелять больных, освобождать заключенных. Боже, какое мое призвание, зачем я создан, зачем ты меня родил. И тогда Бог тебя берет и помещает в такие обстоятельства, которые тебе кажется, то, что тебе вроде бы как бы все против тебя. И как бы тебе не ясна Божья воля в твоей жизни, и тебя надо поместить просто в живот к динозавру какому-нибудь, чтобы посидел бы в темноте и понял бы то, что без Бога тебе очень плохо. Начал бы его славить и следовать за ним. Реально это обстоятельство, в котором ты живешь сегодня. И если ты сегодня существуешь, просто существуешь в это, то нет тебе еще так плохо. Ты должен кричать, молиться, ползать на коленях и просить, Боже, измени эту ситуацию. Потому что мы еще хорошо живем. Мы живем в той ситуации, когда нам еще все хорошо, и мы ничего не хотим менять. Дорогие, это зависит от нас. Много что зависит от нас. Нам эта ситуация нравится, просто это зона комфорта. Мы можем много говорить, но ничего не делать, покуда это лично не коснется нас.
Почему мы кричим к Богу, когда нам заболит что-то? Сразу, только заболит рука, нога, живот, глаз, и сразу мы молимся: Боже, помоги, Боже, исцели. Случается что-то ребенку или еще кому-то, мы говорим: Боже, помоги, Боже, приди. Боже, почему ты меня не слышишь? Почему ты не оставляешь? Боже, подняли налоги. Где ты? Почему такая власть, Господь? А тогда Бог нужен. Бог видит тебя в другом плане. Он смотрит на тебя другими глазами, нежели ты сам на себя смотришь. Он видит в твоей жизни больше, нежели ты сам видишь. И когда ты не понимаешь, Он обставляет тебя обстоятельствами, чтобы ты не мог дышать, вдохнуть, чтобы ты не мог бы это увидеть все вокруг и начал бы кричать реально живого Бога. И начал, Боже, и начал бы говорить то, что я создан для другого, Боже, не просто так прожить эту жизнь, чтобы пришло это прозрение для тебя. Итак, Бог использовал Иону. Но ему это не понравилось. Опять он начал роптать. Ему не понравилось то, что спасся народ, и начал обвинять, и говорить: мне лучше умереть. В 4 главе. И теперь я молю: Господи, забери от меня мою жизнь, мне лучше умереть, чем жить. Бог говорит ему: хорошо ли ты делаешь, когда ты злишься? И когда покаялся весь город, он говорит: Боже, лучше мне умереть, чем жить. Представляете, кто мы есть, кто мы такие? Мы смотрим на себя своими глазами, смотрим на ситуацию своими глазами и видим ее своими глазами, эти свои ситуации. Бог видит совсем все по-другому. Итак, 4 глава, 5:11. «И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города. Сделал себе там кущу и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой была тень, чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари подточил растение, оно засохло. Когда же возошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота? Заметили ли вы изменения настроения Ивана? Не увидели ничего похожего на себя. Мы всегда чем-то недовольны всю свою жизнь. Мы ропчем и обвиняем Бога или еще что-то делаем. Боже, почему я такой? Почему? Потому что ты самый любимый, у тебя есть план от Бога. Поставил палатку. И посмотреть, что случится городу. И так Бог поднял это растение, вырастил. И он вырастил над головой Иоанна это растение, чтобы оно закрыто. Голова была Иоанна, солнце. И
Итак, Иона очень радовался этому растению, этому обстоятельству, в этой ситуации, в которую он попал. Какая-то новая вещь пришла в его жизнь. И нам было бы радость, было бы получить дом, квартиру и смотреть то, что делается вокруг. А Ионе хватило листа растения, который вырос у него над головой. Но на другой день Бог подготовил червя для этого растения, обстоятельства в его жизни. И этот червь подъел это растение, что оно засохло. Взял банк, арестовал твою квартиру и забрал твое имущество, все. И солнце взошло, и Иона тогда просто захотел смерти и сказал, лучше бы мне умереть. И то, что мне солнце светит на голову, мне лучше умереть, чем жить. Просто несколько обстоятельств и изменения в настроении, когда человек не видит дальше себя ничего. И Бог сказал Ионе, хорошо ты делаешь, когда ты негодуешь над этим растением. Скажите, Боже, а почему так в моей жизни? А почему так? Ну и так часто задаем вопросы Богу. Ради того, чтобы вы славили меня, и чтобы эти обстоятельства сделали бы тебя чемпионом, и чтобы ты следовал за мной, и ради этого эти обстоятельства, они против тебя, ради этого, чтобы ты славил меня и любил меня. Тогда Бог сказал, и тебе жалко этого растения, над которым ты не трудился, которая в одну ночь выросла, и в другую ночь она погибла. Иногда мы концентрируемся на такие мелочи в своей жизни, игнорируя план Божий. Дорогие, если мы живем в этой нации, в этом городе, на этой земле, может быть, Бог что-то подготовил для нас. Почему ты живешь в каком-то районе, в многоэтажке какой-то, и родился в это время? Может, вокруг тебя 120 тысяч, 100 тысяч и 500 тысяч, которые надо спасти, и чтобы ты должен попасть в какие-то обстоятельства сегодня, чтобы понял, что тебе надо делать сегодня, чтобы начал кричать Богу, и чтобы ты начал говорить, Боже, я понял, я обвинял свою жизнь себя, и смотрел на себя, и смотрел на твою жизнь со своей позиции. Дорогие, за нами стоит не больше, чем одна душа, и там какие-то листья, растения или дома какие-то больше, намного больше стоит. Все обстоятельства для того, чтобы из нас было выжито чем больше, не для того, чтобы ты плакал и жалел себя, а для того, чтобы ты встал и стал Божьим чемпионом, и стал бы нести жизнь для этого народа. Встал бы и сказал, еще 40 дней, и придет Божий суд. Мне ли не пожалеть Ниневии, говорит Господь, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота? Когда мы концентрируемся на свое растение, на своего червяка, а Бог видит больше, Он видит нацию, Он говорит, посмотри, вокруг тебя нация, большинство людей, большинство детей, для тех, которым надо спасение, которые не знают, не отличают правое от левой. Не для того, чтобы ты плакал от того, что засох лист, и что появился червяк в твоей жизни, а ради того, чтобы те люди познали Бога, и ради этого ты живешь. Дорогие, мы ради этого существуем, чтобы мы поняли, кто мы на самом деле, и ради чего мы есть, и для чего
эти все обстоятельства в вашей жизни. И мне не хочется просто впустую проводить свою жизнь, просто так думать. А если червяк его не подточит мое дерево, а если я еще буду неделю под этим деревом, и если будет как хорошо, то да, будет хорошо, если это дерево сохранится, но ты так и умрешь, ничего не сделав, если оно будет, вечно это дерево. Знаете, тот, кто вышел из обстоятельств, те, которые приняли волю Божию. Мы много чего видим в своей жизни своими глазами. И если кто-то из нас бы начал спрашивать, как ты видишь ситуацию, что есть в своем сердце, опиши свое положение сегодняшнее. Началось бы с того, как тебе так далеко надо ездить на работу, как тебе на проездной много денег уходит, какие налоги большие там или еще что-то. Еще что-то не хватает денег, не хватает бензина, испортилась машина. Это наш взгляд на нашу жизнь. Много прежде всего в нашем сердце должно быть то, можем ли мы с этого начать, что в наших сердцах боль за погибающих людей, в хорошей ли ситуации или в плохой ситуации. Они все равно... Йона попал шейпсал. И келета ситуацию. Иоанна попал просто так в несколько, в эти ситуации. Ты не живешь просто так. Дорогие, на что я хочу обратить внимание сегодня, то, что мы все должны сконцентрироваться на нем. Слушай то, что говорит нам Бог. Сегодня лично каждому из нас, что нам говорит Бог. Дорогие, мы не можем слышать своего Бога в большинстве случаев, потому что у нас нет обновления нашего разума. Божье Слово говорит: обновите дух ума вашего. Мы можем быть рожденные свыше, мы можем много чего не понимать просто из-за того, что мы не обновили дух ума своего. Мы не можем видеть ситуации, как ее видит Бог. Хотя Писание говорит то, что мы имеем разум Христа. Мы просто варимся в этом мире между проблем и просто мы не видим то, что стоит за нашими обстоятельствами. И спасенные души, измененная жизнь. Почитаем такую историю. Pirma Karalių 13 skyrius. Apie vieną karalių ir du pranašus. Ir štai iš Judos į Betelį atėjo Dievo vyras, aš tik įžangą dabar darau, pagal Viešpaties žodį. 3 Царств, 13 глава. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль. И в то время Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершать курение. И принес к жертвеннику слово Господне. И сказал жертвенник, так говорит Господь: вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет
на тебе жертву священников, высот, совершающих на тебе курение, человеческие кости сожжет на тебе. Я коротко расскажу, и тогда царь простер свою руку и сказал схватить пророка, и она засохла, эта рука, и он сказал: Божий муж, моли своему Богу, чтобы он обратно мне вернул руку. Он молился своему Богу, и рука опять ожила, стала функционировать. И тогда царь сказал, 13 глава, 7-10, и сказал царь человеку Божию: «Зайди в мой дом и подкрепи меня пищей, и я дам тебе подарок». Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты дал мне полдома твоего, я не пойду с тобой, не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедовал мне словом Господним: не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся в ту дорогу, которую ты пришел». И вот он пошел другую дорогу и не пошел обратно ту дорогу, которую пришел в Вифиль. Иногда нашу жизнь говорит Бог. И Он конкретно говорит каждому конкретно из нас делать что-то лично. Это опять же обстоятельства, в которые попал царь и в которые попали оба пророка. Мы сейчас поговорим об этом. Смотрите, человек Божий сказал: «Я не могу тебя ни пить, ни есть, и не могу даже вернуться тем же самым путем, которым пришел». Он прямо сказал этому царю и ушел. И он ушел и сел под дубом. На этом собрании были дети пророка, и они сказали, пророк сказал: по какой дороге пошел этот пророк? Он сел на осла и смотрит, муж Божий сидит под деревом. 13, 15, 22. Сказал ему: заходи ко мне в дом и поешь хлеба. А Сын Божий знает то, что ему не есть, не пить нельзя, и вернуться тем путем нельзя. Тот сказал: я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды, и все вместе. Ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, не возвращайся той дорогу, которую ты шел. И сказал он ему: я пророк, который такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господу, сказал: ворати его к себе в дом, пусть поест от хлеба и напьется воды. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившего его, и принес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюдал повеления, которое заповедовал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, в котором Он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. Нас окружают обстоятельства, такие ситуации, и от тебя зависит какое-то решение примешь в своей жизни. До Божьей воли тебе надо дойти, и тебе надо принять правильное решение. Ситуация повторилась. И Ионе повторила ситуация, и мужу Божьему тоже повторилась она. Второй раз пришло.
Пришел пророк. Он сказал, не буду пить и не вернусь тем путем, потому что мне Бог говорил. Тогда обстоятельства изменились. Старый пророк говорит, я тоже такой же пророк, и мне тоже Бог говорил. И мне сказал, то, что, чтобы ты вернулся ко мне, ел и пил. Дорогие, почему я говорил о нашем необновленном разуме? Дорогие, мы имеем от Бога реальное призвание. Мы каждый идем из вас во что-то великое, то, что Бог запланировал нам лично, каждому из нас. Понимаете? Мы каждый из нас имеем свою миссию. Лично каждому из нас свою миссию. И, дорогие, не будет очень много обстоятельств, когда нас будет пробовать это свернуть с нашего пути. Дорогие, насколько ты готов заплатить за то, что Бог вложил в твое сердце? Один раз ответить царю, второй раз противостоять другу. Был способен был. И третий раз примешь компромисс. Дорогие, опять же, необновленный разум, мышление, сколько мы и должны ходить близко с Богом. Ситуация реальная, копия. Пророк соврал. Потом тот же пророк получает от Бога слово и говорит Божьему человеку, ты не послушался, ты не войдешь, тело не войдет в гробницу. Кажется, видите, он получил от Бога слово, и на этом слове ты должен ставить свое слово. И самые большие противники — это твои близкие. И если ты разрешишь говорить тем, кто согласен ли ты сегодня встать и сказать всем то, что всем сказать нет ради цели Божьей. Я знаю, что я хочу делать и куда я иду, и вы мне не помешаете в этом. Можете ли вы это сказать своим близким родственникам? Есть ситуации, твои друзья, родные, духовные родители, иногда даже в большинстве случаев даже не хотят сделать плохое, делают тебе плохое. Потому что они советуют со своей позиции, со своей жалости какой-то. Духовные с плотским ничего общего не имеют. Итак, когда они начали есть, пришло слово. Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, в котором Он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды. Тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. Неважно, царь или пророк тебе говорит, слушай, что тебе говорит Бог. Тебе Бог говорит не пить воды, не есть хлеба и не возвращаться тем путем. Насколько тебе это важно? Насколько тебе это важно, то, что Бог вложил в твое сердце? Момент такой, то, что мы, большинство из нас, теряем свое призвание, потому что разрешаем этому миру, ситуациям забрать то, что вложил Бог в нашу жизнь. Мы стояли за это. Нам это было важно. Или мы просто разрешили жизни своей течь простым руслом. 26 стих. История продолжается.
Когда пророк поел хлеба, он сел на осла и поехал, и в пути его встретил лев. И, знаете, он его просто, он его не растерзал, и видели, и с ним ничего не сделали. И пророк, который это и сказали, Ir tu sakai, tai kas, ką man pasakė Dievas? И ты говоришь, ну и что мне сказал Бог? Tai, ką Dievas įdėjo į tavo širdį, то, что Бог вложил в твое сердце, храни это. Не разрешай обстоятельствам украсть это из твоего сердца. В этой истории реально должен был поучиться и царь, потому что он был предупрежден. Царь попал в обстоятельства, потому что Бог для него тоже имел план. Он прислал к нему Сына Божьего, чтобы он мог покаяться. И он дальше делал еще хуже, чем все делали, и навел проклятие на себя. Итак, мы попадаем в обстоятельства, которые нас направляют в одну или в другую сторону. Мы сами принимаем решения в своей жизни. Следуем за Богом. Будем следовать за Богом или не будем следовать за Богом. Мы слышим Слово Божие, Божию волю, каждый сам лично себе. И мы выбираем, жить или умереть. Откроем Евангелие от Матфея, 16, 21-23. Nuo to laiko Jėzus pradėjo kalbėti savo mokiniams, kad jis turės eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresnių. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно пойти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобой». Но он, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Иисус попал под обстоятельства, и каждый из нас попадает в такие обстоятельства. И кажется, хороший друг, хорошая подруга, брат. Ты получаешь как бы совет, принимаешь его и теряешь всю свою жизнь от Бога. Духовное ничего не имеет общего с плотским. Если мы двигаемся в духе, то плотской совет тебе ничего не даст. Представляете, собрались друзья, и ты говоришь: а как мне поступать в этой ситуации? И друг начинает тебе учить, как тебе поступить. А ты имеешь своего Бога, который говорит тебе в твою жизнь. Слушай Бога, что Он тебе говорит. Дорогие, когда идет речь о твоем призвании на этой земле и о твоей миссии, о твоей жизни, будь очень осторожен.
И смотри, кто говорит твою жизнь, какие люди говорят твою жизнь, и что они говорят твою жизнь. Представляете, Иисус говорит Петру: да, классно, Петр, ты точно мудрый, ты великий, ты мой ученик, и я точно не пойду в Иерусалим. Я точно не пойду, Петр. Мы теперь будем делать какой-то лагерь, построим. Я не пойду на крест. Буду просить у Отца, чтобы убрал пронес чашу эту мимо меня. Мы не представляем такой ситуации. Так как мы можем представить свою жизнь, дорогие, наша жизнь, то же самое? Или мы хотим ли мы попасть в эти обстоятельства? Или принять такие обстоятельства, которые разрушат нашу жизнь и служение, признание, призвание? Почему мы разрешаем иногда говорить тем людям и принимаем совет от тех людей, которые не имеют совсем никакого права говорить нашу жизнь? Почему мы слушаем их? Дорогие, если говорят, ты должен быть сегодня духовный, ты должен понять и узнать, где есть плоть и кровь, где есть эмоции, где есть дух, дорогие. Решения, духовные решения, они не имеют ничего общего с эмоциями, с чувствами, с переживаниями. И просто мне не надо, чтобы меня кто-то утешал или кто-то, чтобы мне что-то еще делали или там жалели меня. Я знаю, куда я иду, и ради чего я живу, и куда, и что я делаю. Зачем я родился? Когда мы смотрим на ситуацию со стороны, нам кажется смешно. Но представьте, сколько раз в жизни это было в наших жизнях, сколько раз мы отравлялись, принимая какие-то другие советы плотские от кого-то в свою жизнь. Как за истину, и жили теми советами, как истиной. Есть одна истина, это Слово Божие. Есть Бог, ты и Он. Когда я открываю Библию, я вижу одни обстоятельства. Если возьмем жизнь Павла, очень простые обстоятельства. Тонул, били, не знаю сколько раз. Чуть спасся. И когда открылось и начал говорить, только, кажется, ни одного дня не было без обстоятельств. Путешествия, катастрофы, места нету для житья. 7 дней плыл, вылез, пересел на другой корабль, плыли, путешествовали, проповедовали, делились чем-то, пожили, опять путешествовал. Вот это жизнь. Сегодня очень мало тех, которые достигают своей цели только из-за того, что в нашей жизни очень много таких Петров, которые советуют, как нам жить и что нам делать, и какие решения принимать. Деяния апостолов 20:24. O štai dabar aš dvasioje sukaustytas einu į Jeruzalę, nežinodamas, kas mane ištiks. Tik tai šventoji dvasia liudija kiekviename mieste sakydami, kad manęs laukia pančiai ir vargai. И вот ныне я по увеличению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что ужасы и скорби ждут меня. И ни на что не взирая, и не дорожу свою жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое принял от Господа Иисуса,
проповедовать Евангелие благодати Божией. Павел знал, куда он идет, ради чего он идет. И знаете, его даже Святой Дух предупреждал и свидетельствовал в каждом городе то, что меня ждут гонения и оковы. А ты мог бы, зная правду, то, что будет с тобой, следовать за Богом до конца, не думать о себе, не думать о своей судьбе, о своем будущем, в котором ты и так уже живешь авансом. И Павел говорит, но ничто из этих ситуаций я не дорожу своей жизнью, чтобы закончить свой бег с радостью и служение, не служение, чтобы свидетельствовать, проповедовать Евангелие благодати Божией. И тот Сын Божий, который сидел под дубом и должен был сказать 3 раза: не вернусь, и не буду есть, и не вернусь тем путем. И неважно, это был ли это пророк, или это муж Божий, или это царь, он должен был сказать, потому что он получил слово от Господа, прямо от Господа. Он знал, что ему надо делать. Дорогие мои, и это есть Павлу свидетельствует Дух Божий. Павел говорит то, что ради этого я и живу, то, что меня для этого я живу, мне не жалко своей жизни, и я готов отдал всю свою жизнь, чтобы исполнить призвание от Бога, чтобы был воином Божьим. Дорогие, мы остановились на полпути, сталкиваясь с первым испытанием своей жизни. Первый Петр, который влазит в нашу жизнь, и он просто может остановить нас своими советами. 21 глава, 10. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из некто пророк, имевший именем Агав, и вошел к нам, взял пояс Павлов и сказал, связал себе руки и ноги и сказал: так говорит Дух Святый, мужа, чей это пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи, приведут и предадут в руки язычникам. Когда же мы услышали это, то мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но и готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: да будет воля Господня. Пророк пришел, взял пояс Павла, обвязал свои руки и говорит: будет связан тот человек, чей это пояс. Павел не плакал, и он не жалел себя. Есть братья, друзья, сестры и отцы, которые стоят за Павла и которые знают, что лучше Павла, ради чего он пришел, и они это просто говорят просто потому, что им его жалко. Им жалко Павла по плоти. Павел сказал: вы видите меня последний раз. Павел, мы не выпустим тебя, ты с ума сошел. Они пойдут и свяжут тебя, растерзают тебя. Ты умрешь. Ради этого я и родился, ради этого я и пришел в этот час. Дорогие, ради этого ты сегодня в такой ситуации, чтобы понять, что пришел твой час, чтобы ты понял, что ты ради этого родился, чтобы ты шел до конца и не остановился, и чтобы не разрешил никому войти в твою жизнь и украсть мечты, то, что вложил тебе Бог в твое сердце. И когда мы это услышали, мы тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Собрались, умоляли.
Павел, не иди. Pauliau, nedaryk. Павел, не делай. Būsi kvailas, jeigu Будешь tai глупо, padarysi. если так сделаешь. Vieno žmogaus nuomonė turi įtaką. Мнение одного Vieno человека žmogaus nuomonė имеет mūsų gyvenime значение в turi нашей įtaką. жизни. Įsivaizduokit, jeigu tai Представляете, visa bažnyčia. если это вся церковь? Jeigu tai visa А если bažnyčia. это вся церковь? Stojasi ir sako, Встает и Пастырь, говорит: нет. пастырь, нет, ne, нет, pastoriau, пастырь. nedaryk to. Не Būsi делай это, kvailys, будешь būsi глупый, asilas, будешь tu ослом, nesupranti, ką ты не darai. понимаешь, что ты делаешь. Brangieji, ko mes kartais Дорогие, turime klausyti? кого Net мы должны jeigu ir слушать? visiems tai Если nepatinka. даже всем это не понравится, то что мы должны делать. Net jeigu ir visi Если negali даже to все не girdėti, могут это priimti ir слышать и klausyti, принять и o tu tai слушать, gavai iš а Dievo. ты это И получил žinai, от kur Бога, eini, и ir знаешь, žinai, куда ką идешь, darai. и знаешь, что ты Ko tu делаешь. šiandien turi klausyti? И кого ты Kaip tu должен šiandien сегодня turi слушать? stovėti už tą, ką Как ты įdėjo Dievas сегодня į tavo širdį должен ir į стоять tavo за то, что gyvenimą? Бог вложил в твое Paimkit bet сердце. kokią sferą. Возьмите любую сферу. Šlovinimas, Прославление, muzika. музыка. Dievas įdėjo į tavo Бог širdį вложил в muziką, твое įdėjo į tavo сердце širdį музыку, žodžius ir tau вложил в atsistojęs сердце kažkas į salės слова, и brangieji. тебе Aš кто-то žinau, ką стал reiškia из nuomonė. зала. Atsistokit Я, va čia, дорогие, я знаю, sugrokit что vieną такое есть giesmę мнение. ir Дорогие, žmonės pasakys, kad tu дорогие, ne taip kažką сыграйте nepadarei, вот tu здесь вот savaitę negalėsi atsigauti. что-то Nes atrodo, сыграйте, jisai два nieko встанут и скажут, nepasakė, ты nu, ничего не tai можешь. nelabai šiandien patiko, nelabai. Ну и ты просто неделю не сможешь, ты ты будешь неgalėsi atsigauti, ты tik ты неделю будешь savaitę, переживать. Ну так Nes tas чуть-чуть что-то paprastas плоховато, так nelabai, скажут. Ну tave pagulti. и это сразу же положит тебя. Вот что такое мнение людей. Aš noriu, kad mes suvoktume šiandien Я хочу, situacijos чтобы мы rimtumą, į kurią поняли kartais mes серьезную papuolame. ситуацию, в которую мы Žmonių иногда nuomonė mūsų впадаем. gyvenime. Мнение Situacijos, людей в нашей aplinkybės. жизни. Kartais Dievas tave pats Окружение. pastato, ne kartais, o Иногда visada į tas Бог aplinkybės, тебя kad tu ставит sužinotum, в эти kas tu ситуации, esi, kad tu чтобы ты pradėtum žiūrėti į знал, savo кто ты gyvenimą есть, Dievo чтобы ты akimis, ne начал savo, смотреть nepergyventum dėl на lapo, жизнь dėl Божьими kirmėlės, глазами, dėl не saulės, переживал kuri бы, šviečia į tavo galvą, не kad переживал бы matytum ради этого 120 червя, этого tūkstančių дерева, aplink этого, save то, что neišgelbėtų вырастает. sielų, А kad ты tiesiog видел, чтобы suvoktum ты видел эти situacijos 120 rimtumą, o тысяч negailėtum человек, savęs, savo gyvenimo и ir чтобы не dabartinės жалел aplinkybės ir себя и своей situacijos, жизни, kurioje а не той esi. ситуации, в которой ты сейчас конкретно Bet žiūrėkit, находишься. yra labai Но vienas смотрите, puikus есть momentas один очень классный момент в šitose eilutėse. этих строчках. Tada Paulius atsakė, ką darote, verkdami Но ir Павел в draskydami ответ man сказал: širdį. что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Tai klaustukas. Это Tai вопрос. būtų galima paklausti kitaip. Это можно спросить Jis tiesiog по-другому. gražiai будет. sako, ką Он darote, просто verkdami ir draskydami man širdį. Сказал: Jūs visai что вы nesuvokite. делаете, Jūs visai что плачете и nesuprantate. сокрушаете Jūs сердце visiškai мое? toli Вы nuo совсем не Dievo понимаете, вы valios, совсем nuo to, далеки ką от воли Dievas man Божьей, atvėrė. от того, Jūs что Бог не visiškai ne открыл. tame, Вы jūs совсем не в negalite этом. suvokti Вы даже не можете situacijos понять rimtumo. ситуацию, Aš turiu серьезность ten būti, ситуации. aš turiu Я kalbėti, должен там aš быть, я turiu должен ten там eiti. Visa bažnyčia говорить. atsistojus, Pauliau, ne. И вся церковь говорит: Nes aš Павел, pasiruošęs ne нет, tik būti surištas, ибо я bet ir mirti я Jeruzalėje dėl viešpaties Jėzaus vardo. ибо я готов, я хочу быть Ir узником, kai jis не pasidavė только хочу быть узником, но и kai готов bažnyčia умереть в Иерусалиме за имя nesugebėjo Господа. palaužti, palaimino. Но когда церковь не смогла переменить, то она Laiminam, благословила. Pauliau. Eik. Благословляем, Павел, иди. Ir jeigu Paulius būtų nors vieną minutėlę, Если бы pasidavęs Павел savo бы silpnumui ir поддался бы хоть на одну минуту своей Brangieji, mes tokių слабости, sprendimų nepriimsime, jeigu nebus atnaujinta mūsų proto dvasia. дорогие, мы не Jeigu mes примем tikrai таких nevaikščiosim решений, su если Dievu, не mes будет обновлен negalėsime дух ума нашего. atsisakyti nuo tokių pasiūlymų. Мы не сможем Mes отказаться от nesugebėsime этих pirmiausia обстоятельств. jų Мы не pamatyti, сможем, во-первых, их увидеть, узнать их ir jų nepriimti. и их не принять. Мы не сможем этого сделать. Šiandien bažnyčia turi Сегодня įeiti į церковь kitą должна elementą. войти в другой элемент. Iš kūniško į dvasinį, Из плотского в iš духовный, sieliško из į dvasinį. душевного в духовный.
Nuoširdumas, gailestis, откровенность, ir situacijos откровенность, nieko bendro su tuo, kas vyksta dvasiniam pasaulyje. сожаления какие-то или что, это не имеет общего с тем, что происходит в духовном мире. Ты можешь этим только навредить. Juslinė, kūniška. Сегодняшняя церковь Jeigu gerai sielai, плотская, потому что если хорошо душе, значит хорошо. Jeigu gerai, Если хорошо моему разуму, если это касается моего сердца, если мне хорошо сидеть и слушать, и меня это гладит, как бы для меня это хорошо, а если нет? Если кота погладим против шерсти, что будет? Ему неприятно. Но это не запрещенное действие. Это не запрещено. Только ему это не нравится. Только коту это не нравится. Ну ты это можешь сделать. Но он очень быстро от тебя убежит, потому что не чувствует комфорта рядом с тобой. И когда в большинстве случаев ты сталкиваешься, когда ты говоришь о духовных моментах, и человек приходит и говорит тебе душевными какими-то понятиями, и иногда кажется, в какую сторону мы просто идем, вперед или назад. Обстоятельства, все против тебя. Для того, чтобы ты сегодня встал, чтобы ты сегодня больше понял. Дорогие, не важно, что это твой брат или сестра. Слушайте голос Божий. Что говорит Бог тебе? Пастор не Бог. Аминь. Везде есть процент нашей плоти. В любых оценках каких-то, какой-то ситуации есть этот процент этой человечности нашей, плотской, которым, представляете, как мы можем оценить духовное какое-то действие по плоти? Ну невозможно просто. Описать как-то. Это было мощно, если мы сильно почувствовали. Мощно, если начинают падать люди. Это нам кажется величественным. А может мощнее, когда выходит живое Слово Божие, разделяет тебя до мозга костей и меняет тебя изнутри. И сидя, принимая плоти, они все спят и не врубаются, и просто говорят, реально сегодня служение не от Бога было, потому что ничего этого не было проявления. И если что-то случилось, падает что-то и начинают кричать, то вот тогда классно, тогда сильно. Но Иисус говорит, где 2 или 3 собрались во имя Мое, Я среди них. Мы все время имеем, мы всегда должны думать, кому мы разрешаем говорить свою жизнь. Реально. Узнать это. Мы, наверное, не хотим закончить свою жизнь просто так. Мы все хотим достичь цели. Большинство, не все. Ну, может, часть, может, вообще ничего не хочет. Я говорю с нормальной христианской позиции. Если ты реальный Сын Божий, ты должен выполнить цель Божию.
Ты хочешь видеть какие-то моменты в своей жизни. Но взгляни на все обстоятельства, в которых находишься, и увидь Божью волю. Может, что-то тебе надо изменить. Может, просто сегодня Бог тебе говорит просто в сердце тебе. Не возвращайся тем путем, не иди. Не иди туда, откуда пришел. Не живи старой информацией, не живи старыми воспоминаниями. А ты все равно делаешь это. Иди в новое. Начни сначала. Обновись. Я новый, я Бог, я веду тебя, я знаю тебя, я с тобой. Да, просто так это для размышления. Если Бог сказал рыбе выплюнуть Иону. Представляете, такая ситуация. Плывете вы по Атлантическому океану. И нечаянно выпадаете с круизного парохода. Если даже кит, но представляете, имеем такую веру. Если тебя кит сейчас проглотит, ты говоришь, Боже, Иона 3 суток пробыл в чреве. Если Иона мог, и я могу. Это твоя вера. Мы читаем Библию. Читаем. Попал он в этот живот. Выплюнул. Бог сказал. А мы даже не представляем, этого духовного принципа, что кто есть такой Бог и как Он заботится обо всем. И все обстоятельства, Он все это предусмотрел, то, что Иона будет там. И представьте, Бог сказал, рыбе выплюнь, хватит. И потом Он говорил, как Иона был 3 суток в чреве, так и Иисус будет 3 суток. Вы знаете, что Бог есть намного больше, чем вы себе представляете. Сказать рыбе выплюнь, и просто не мало того, что выплюнь, а на берег выплюнь. И не мало того, что просто так наберешь, а там, где надо. Когда он молился в животе у рыбы, он не знал даже вообще, что там будет дальше. И когда Бог помещает тебя в обстоятельства, Он знает, как тебя оттуда вытащить. Тебе просто надо понять ситуацию, реальность ситуации. Я просто молю Бога, чтобы встали такие воины, как Павел, такие Божьи мужья, как Павел, которые даже видя каждый день ситуации неудобные им, пойдут правильным путем, которые даже не будут слушать своих близких, голоса своих близких, голоса церкви, будут способны отстоять Божью волю в своей жизни. Дорогие, я знаю, что говорю. Чаще всего нами управляет мнение людей, потому что мы хотим угодить людям. Но Павел говорит, мы проповедуем Евангелие не так, чтобы угодить людям, а чтобы угодить Богу. Представляете, мы должны принять иногда в своей жизни решения, которые не нравятся много кому. Но эти решения сохранят твою миссию, твое желание, твои мечты, то, что вложил Бог в тебя. Это неправильное решение и неправильный ответ, когда ты думаешь... Tai irgi yra kažkam aplinkybė, nes tas žmogus nėra šiaip savo tavo gyvenime.
Дорогие, вы не просто так в моей жизни, и я не просто так в вашей жизни. Мы не просто так собрались ради того, чтобы собраться. Бог имеет план, Бог имеет миссию, Он имеет нам мечту. Он видит нас другими, Он видит весь этот город, когда мы видим свои проблемы, Он видит эту нацию, всю землю. И Он обставляет тебя ситуациями, чтобы ты мог встать, чтобы ты мог сказать нет самому близкому человеку, другу, жене, брату, ради того, чтобы исполнить волю Божию в своей жизни, Божий план. Боже, я просто благодарю. Боже, я просто благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за все эти обстоятельства, в которых мы находимся. Боже, мы благодарим Тебя за каждый день, за каждую ситуацию, за каждую ошибку в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Боже. Ты реально живой Бог. Просто благодари Богу, просто благодари Бога. То, что Ты сегодня есть в той ситуации, в которой находишься. Аллилуйя. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, мой Бог, мой Царь, мой Господь. Аллилуйя. Боже, я молю за каждого присутствующего. Я молю за каждого присутствующего, мой Бог. Открой каждому свою волю. Господи. Открой каждому свою волю, Господи. Боже, я прошу, подними Давидов, Иосифов. О, Боже. Боже, не важно то, что 10 было послано 12, и 10 мнения не совпало с теми двумя. Но те два сказали, мы пойдем и займем эту землю, которую подготовил нам Бог. Боже, я молю Тебя, подними тех воинов, которые будут видеть дальше, чем свои проблемы, свои заботы. Дальше этих листьев, этих растений, которые над их головой. Я прошу Тебя, открой наши духовные глаза, уши слышать и глаза видеть, познать Твою истину для этого времени, для этого сезона. Это Твоя земля, это Твое обетованная земля, в которой мы родились, в которой мы находимся. Это тот город, в котором мы есть. И мы должны за него стоять, и мы должны нести свет, мы должны быть соль, и никто не должен отнять этой солености, потому что если мы это потеряем, зачем мы будем нужны? Зачем мы будем совсем нужны, если мы будем зависеть от мнения людей? Дорогие, зачем мы нужны, если мы будем зависеть от кого-то? От кого, кто может манипулировать нашими жизнями? Дорогие, поймите правильно. Нам нужна семья. Нам нужно тело. Но ты имеешь личный план в своей жизни, личную миссию, личную мечту, то, что вложил Бог в твое сердце. Борись за это, сохраняй это, не дай никому прикоснуться к этому. Это есть твоя жизнь. Это есть твоя жизнь. Ты призван, ты рожден, ты создан нести славу Божию.
Ты просто должен понять, то, что пришло время кричать, стучаться и просить у Бога, чтобы Он изменил ситуацию, потому что ты долго засиделся в животе у рыбы, в темноте. Тебе просто надо встать и начать кричать: Боже, измени ситуацию. Я буду делать, я буду говорить, я буду проповедовать, я не буду бояться. Я принимаю всю Твою волю в Твою жизнь, в мою жизнь. Я готов идти до конца, чтобы был изменен мой город, были спасены души. Боже, вот я хочу Тебя, я хочу познать Тебя, я хочу встретиться с Тобой, я хочу пережить Тебя лично. Ты мне нужен, Боже. Ты мне нужен, Боже, мой Бог, мой Царь, мой Король, мой Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже, я благодарю Тебя за все ситуации, которые меня ведут к Тебе. Я просто молю, и не понимая, о Боже, просто просите. Когда вы не понимаете и не контролируете ситуацию, то чтобы Бог расставил бы ситуации, чтобы вам стало ясно, чтобы все ситуации все против вас, то Бог за вас. Боже, я благодарю Тебя. Ты наш Царь, Ты наш Господь, Ты наш Бог. Просто веди нас Своим Духом. Я молю Тебя, Боже, чтобы был обновлен дух нашего ума Твоим Словом. Каждый день, чтобы мы были способны видеть и познать Твою волю, чтобы мы были чувствительны Твоему Духу, Твоему вождению, Твоей мудрости, чтобы каждый шаг, каждое решение было принято с Твоей мудростью. О Боже, я благодарю Тебя, Царь, я благодарю Тебя, мой Бог. Это Твой народ, это Твои дети, я просто прошу, открой им, заботься ими о них, подними свою церковь на следующий уровень, открой нам себя, Боже, разреши нам познать Тебя таков, каков Ты есть, Боже. Я благодарю Тебя, Боже, я благодарю Тебя, мой Бог, мой Господь. Ты живой, реальный Бог. Коснись нас, Господи, потому что мы голодные, мы хотим больше. Мы не хотим просто остановиться этими обстоятельствами, мы хотим двигаться вперед. Не важно, что было в твоей жизни. Не смотри назад, смотри вперед. Не важно, на каком месте ты остановился. Победи свой страх, просто двигайся за Господом Богом. Не разреши, чтобы кто-то тебя остановил. Не разреши никому говорить твою жизнь. Если это остановит тебя. Боже, подними чемпионов, подними воинов, которые бы способны были отстоять Твою истину перед тысячами, перед солнцами, перед 10 тысячами, отстоять Твое мнение, Господи. Аллилуйя. Даже когда все отойдут, Ты никогда не отойдешь. Живи свою жизнь так, будь готов таким ситуациям, таким ситуациям, когда ты останешься один, и тебя никто не примет, тебя оставят, оттолкнут, потому что ты другой. Потому что ты другой. Потому что ты сошел с ума ради Иисуса. Не жди от этого мира подтверждений. Не жди, чтобы когда мир тебя подтвердит, и кровь и плоть тебе подтвердят то, что Бог говорит в твое сердце. Дорогие, не разреши чувствам развалить Божьи мечты в твоем сердце. Не разреши плоти вмешаться. Бог живой и реальный. Воздай Ему славу.
Воздай Ему славу. Воздай Ему славу. Боже, мы благодарим Тебя. Ты наш Царь, Ты наш Господь. Аминь.